Татар-рухы. Татарский дух. Художественно-документальная повесть, переработанная и дополненная. Примечание. В повести, когда речь идет о прямых представителях нашего рода, используются настоящие имена. Дополнительные персонажи выдуманы. Все совпадения с реальными людьми случайны. Автор Рав Гази. Пролог. Главный язык. Родился я в Казани, в Нахальном поселке. Так раньше называли Ягодную слободу. Моя бабушка Биби Рауза, Урана Джанат Табулсон, пусть ей будет место в раю, рассказывала мне, что в голодные 30-е годы, еще до войны, сюда из близлежащих аулов, самовольно захватывая земли, стали переселяться татары. Никто эти участки не покупал и нигде не регистрировал. Поэтому быстро растущий поселок прозвали Нахальным. Татары строились по праву, по историческому праву. Во времена Казанского ханства, да и много позже, как рассказывала Рауза Аби, здесь вблизи татарской столицы росла дубовая роща, усыпанная лесными ягодами. Поэтому потом, когда тут стали расселяться люди, это место получило название Джиляк-Бистасы – Ягодная слобода. В 1552 году Яус Иван Грозный, покорив Казань, запретил татарам проживать ближе 30 верст от городов, больших дорог и рек. А Ягодную слободу пожаловал одному из своих воевод, судя по фамилии Булгакову, выходцу из булгарских татар. Так что татары, выстраивая нахальный поселок в подбрюшье одного из известных в Казани базаров московского рынка, восстанавливали историческую справедливость. Но жили на нашей улице Кызылмаяк, Красный Маяк, не только татары. Проживала и одна русская семья. Русский мальчишка, мой ровесник, всегда пытался говорить со мной на моем родном языке. Откуда-то он его знал. Однако я упорно, коверкая русские слова, отвечал ему на его родном языке. Откуда они мне были известны? Ведь все домочадцы, бабушка, мама, папа говорили со мной по-татарски, хотя отец иногда переходил на русский. В те годы телевизоров еще не было. У нас в доме даже радиоточка не была установлена, и в детсад я не ходил. Удивительно, но в моем детском сознании каким-то чудесным образом установилось стойкое убеждение, что татарский язык ниже русского. Первый – это язык дома, внутреннего мира, а второй – язык улицы, внешнего мира. И кто владел этим языком внешнего мира, был умнее и могущественнее того, кто знал лишь анателе, язык мамы. Вот как работала пропагандистская машина Советского Союза. В самом воздухе витал имперский дух, заражая им всех подданных огромного государства, которое занимало 1/6 часть суши на планете Земля. Даже 3-летние малыши пропитывались его флюидами. А в СССР наступила хрущевская оттепель. Шел 1961 год.